Найти неисправность двигателя и завести автомобиль. Простое по формулировке задание, по сути, очень сложное, даже для мастеров. Здесь все как на реальной станции техобслуживания. Из подсказки только электросхема, выведенная на экран. У каждой марки автомобиля свои параметры. Даже если взять такое элементарное, как замена колодок на автомобиле, да, то есть любой толковый специалист, он знает, как это делать. Но, как уже сказал, на каждой машине есть какие-то нюансы. Эти нюансы в любом случае ему будут представлены. То есть он с ними быстро ознакомился, то есть он суть работы знает, но какие-то тонкости он вот посмотрел в мануале и согласно их провел ремонт. Второе задание, или, как здесь говорят, модуль, дефекты ходовой части, подвеска, рулевое управление, тормоза. Провести диагностику в этом случае даже проще. Поломку можно выявить по внешним признакам. На оба задания дается строго по 3 часа. Во время каждого этапа 15 минут отдыха. Помощи со стороны у них нет, как во время учебы, там мастер подскажет или преподаватель. Здесь они 1 на 1 с автомобилем. Прошлая смена, в принципе, показала неплохие результаты, да, даже были попытки, то есть уже запустить двигатель, но немножко все равно не дотягивали. Демонстрационный экзамен исключает возможность где-то подсмотреть или получить помощь преподавателя. Экспертов участники не знают, это представители других учебных заведений. И они постоянно находятся рядом, следят за каждым действием. Наблюдают за процессом и работодатели. Это еще одно обязательное условие проведения экзамена. Так что в интересах студентов проявить себя по максимуму. В этом году тоже есть, вот сейчас они у нас практику проходили, и скорее всего двоих в этом году трудоустраивают. Сейчас можем посмотреть уже и современное оборудование, и оно уже адаптировано, скажем, к тем стандартам, которые, допустим, уже у нас. Первые экзамены по всей России проходят в 44 учреждениях. На северо-западе всего в 2, и один из них – наш политехнический техникум. Педагоги Сыктывкарского политехнического техникума провели огромную работу. Это и укрепление материально-технической базы, это изучение федерального государственного образовательного стандарта, это согласование контрольно-оценочных документов непосредственно с союзом WorldSkills и разработка графика сдачи этого экзамена. Теперь такие экзамены студенты будут сдавать вместо защиты дипломной работы. Главное, у них появится паспорт WorldSkills. Он международный, причем за границей о нем знают даже больше, чем в России. Во всяком случае, пока, ведь это движение только набирает обороты. Таисия Жакова, Павел Юлиан Мин, телеканал Юрган, Сыктывкар.